Перед официальным стартом праздника возложение цветов к вечному огню. Это дань уважения тем, кто отдавал свои жизни на полях сражения Великой Отечественной. Среди ушедших на фронт в далеком 41-м было немало спортсменов. Именно они сегодня главные примеры для будущих чемпионов. Идет такая большая популяризация все-таки этого вида спорта. И самое главное, что в детях просыпаются какие-то патриотические чувства, что они так с душой к этому относятся. Сами видите, дети подходят, собираются. Я думаю, сейчас еще больше будет народу. Я думаю, что это именно для подрастающего поколения очень важно. Митинг у мемориала плавно перетекает в шествие до Стефановской площади. К колонне людей с боксерскими перчатками присоединяются прохожие, а позже вместе открывают праздник. Виновников торжества поздравляют власти. Памятную медаль из рук бывшего преподавателя, а ныне вице-спикера Госсовета, получает первый чемпион Советского Союза из Коми Владимир Балай. Вспоминает, боксу он посвятил все детство и молодость. Тогда было все немножко по-другому. Не было соцсетей. Все ребята со школы проходили те спортивные секции. По тем временам это были самые популярные секции: борьба, бокс, лыжи, баскетбол, волейбол. Потом начали появляться карате, тэквондо, это уже последствия. В принципе, в 80-е годы 80-90% проходили те секции бокса. При этом заслужить чемпионский титул в советское время было сложнее. Сегодня для этого созданы все условия. Из подвальных помещений бокс поднялся в оборудованные залы. В регионе они открываются каждый год, а принимают не только спортсменов из республики. У нас был в 2012 чемпионат России по боксу. У нас в прошлом году был Кубок России по женщинам. И в этом году был первенство России по юниорам. То есть мы берем республики. Я говорю, почему хочу поблагодарить республику, руководство республики, что нам помогает, я вам сказал, Министерство спорта. Стефановская площадь на время превращается в один большой ринг, где потренировать стойку и пару ударов может любой желающий. Мастер-класс дают ведущие тренеры республики. Тут ребята из детских юношеских спортивных школ, есть ребята с тэквондо, вот мои ребята пришли уже сюда. И просто прохожие, вот у меня сейчас паренек был, первый раз одел перчатки, ему понравилось. Мама смотрит, огонь в глазах. Бокс перестал быть исключительно мужским видом спорта. Это доказывает интерес слабого пола, если его можно таким назвать. Елизавета Кудряшова, например, не снимает перчатки 10-й год. Спортивную карьеру называет делом жизни. В ее честь набила татуировку. Сегодня мечтает выйти на европейские и мировые первенства и стать мастером спорта международного класса. Каждый день у меня по 3 тренировки, зарядка и 2 тренировки. Каждый день? Да, по 7 часов в день я тренируюсь. Бокс – это вот просто все мое, вся моя жизнь, оно внутри. И даже если я завяжусь с профессиональным спортом, это все равно останется большой отпечаток на моей жизни, на моей судьбе. Сегодня в Коми боксом занимаются больше 2500 человек. Среди них немало профессиональных спортсменов, у которых впереди сразу несколько ответственных соревнований. В октябре в Якутске пройдет чемпионат России, куда уже прошли 3 наших. По итогам отборочного этапа к ним могут присоединиться еще несколько спортсменов. Таисия Жакова, Артем Соколов, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.